Здравствуйте. Программа «Серьезный разговор». Сегодня у нас 27 сентября 2021 года, и у нас интервью с известным человеком, программистом, человеком, который сделал очень много для цифровизации башкирского языка. Это Айгиз Кунафин. Здравствуйте, Айгиз. Здравствуйте, Шамиль. И да, Можно давайте. поправить и как бы говорить, известный нет, неизвестный, как бы известен только в своих кругах, поэтому Человек, и который... много ли сделал? Пока что нет. Тоже Ну, понятно. две поправки сразу. Но я думаю, что то, что вы уже сделали, это сравнимо с тем, что делают некоторые бюджетные институты, которые, собственно, должны что-то делать, но на самом деле мало что делают и мало пользы от них, да, в части языка. Вот. Ну и я надеюсь, что в будущем вы сделаете гораздо больше, чем сейчас. Да, Но вы уже... правы совсем. Что говорите? Но то, что вы уже сделали, это действительно очень много. И давайте, собственно, перейдем к списку вопросов, да, как у нас по традиции обычно и делается. Вначале я попрошу рассказать немного биографии. Дальше у нас будет вопрос, связанный с мотивацией, то есть почему Айгиз этим занимается и так далее. Да. Третий вопрос – это оцифровка голоса, и Айгиз нам покажет платформу Common Voice в Mozilla Firefox. Дальше у нас речь пойдет про синтезатор речи. Дальше у нас пятый вопрос – электронный дневник. Шестой вопрос – это бот в Телеграме для словаря Глосби. Седьмым вопросом, я надеюсь, мы успеем, что Айгиз расскажет нам про мультиязычный переводчик тюркских языков. То есть там речь идет не только про башкирский, но про ряд других языков. И последний, восьмой вопрос – это пожелания Айгиза зрителям. Вот такой список вопросов мы рассмотрим, и что-то мы будем видеть на экране. То есть не просто будет такое общение, но что-то мы будем видеть на экране. Итак, давайте вот первый вопрос – это о вашей биографии. Ваше образование, профессия, семья, вот в этом направлении. Прошу вас. Я родился в Буртянском районе, деревня Старонасипова. Закончил там начальные классы, потом с 5 по 9 учился в Белорусском лицее-интернате. 10-11 это в Белорусской компьютерной школе, потом поступил в УГАТУ, там ФИРТ, это информатика, робототехника, и по сути работаю дальше по своей профессии. Вот коротко. То есть какие языки программирования у вас? Вообще как бы... Вот есть же у полиглотов, там, типа, они выучили несколько языков, и дальше уже, как бы, ну, типа, какая разница, какой новый язык, то есть это выучить, там, условно, за 2 недели. Ну, плюс-минус вот, уже примерно такая ситуация, то есть знаешь уже много языков, и дальше уже, как бы, особо смысла нет, такой говорить, что, типа, я это знаю, потому что если это надо, то ты просто берешь и на этом пишешь. Понятно, то есть вы знаете основные языки, ну, буквально 2-3 языка, может, назовете? Ну, в школе там Паскаль, потом универ C-Sharp, долгое время на C-Sharp, потом Golang, Python, Rust, JavaScript, ну там типа для веба, там несколько этих таких мини-языков, ну такие. Ну, шаблоны одни и те же, поэтому уже как бы знаю, условно говоря, вот я знаю башкирский, я понимаю татарский, аналогично там, ну там плюс-минус то же самое. Слушайте, ну вы реально достаточно большое количество языков назвали, это реально очень круто. А вы женаты, у вас есть дети? Да, женат, 4 детей. Слушайте, ну вот тоже вы образец для подражания, скажем так, прям по всем направлениям. Вот следующий вопрос у нас. Какая у вас мотивация для цифровизации башкирского языка? Выиграли ли вы хоть раз гранты на поддержку башкирского языка? Вот в прошлом году у нас был год, соответственно, башкирского языка и так далее. Расскажите про это. Какая мотивация? Ну, изначально как бы мотивация была то, что я делал свой проект, и в моем проекте нужно было оцифровать языки, то есть распознавать языки, и нужен был синтезатор голоса. Для русского языка это есть, а для башкирского нет. Так как я хотел сделать проект именно для башкирских школ, то, соответственно, мне нужно было изучать в этом направлении, типа, насколько это сложно сделать. И это совпало с тем, что я поменял работу, и у меня сейчас, ну, как бы, на тот момент новая работа была связана там, с машинным обучением, там, вот, Data Science, это вот то, что вот искусственный интеллект, там, ну, хайповые такие темы. И как раз вот эти технологии как раз и позволяют оцифровать языки, и поэтому я параллельно начал заниматься этим, то есть, ну, начал изучать, как это делается, потом понял, что
одному это не справится. Вот, ну, еще третья поправка для вас это не я один делаю, ну, как бы я просто говорю, типа, ребят, в какую сторону надо двигаться и как это мы можем легче добиться, потому что та же самая работа от распознавания языка, она включает в себя запись голосов очень многих людей. То есть без людей, без народа, без помощи народа этот проект не получится. То есть даже независимо, там, сколько ты денег, там, грант заработаешь на это, то есть ты можешь через грант там, разыграть какие-нибудь призы, чтобы привлечь больше людей, прям так, чтобы у тебя много денег, поэтому там типа начал записывать, ну, это не получится. И это, как, наверное, одна из причин, почему у тех же там институтов особо это не получалось, потому что даже если у них и есть деньги, но привлечь народ – это, ну, чуть другая задача, и, ну, у институтов это, ну, как бы бюрократия, там это не очень хорошо у них получается, поэтому здесь как бы люди, которые сами собираются и там что-то организовывают, в этом плане им легче, они гибче. По Ясно. поводу грантов, подавал я 3 раза, то есть, ну, через 3 разные структуры, там типа школы, там еще какие-то организации, НКОшки. 3 раза не прошел, но я думаю, что на этом как бы мы закончим, завершим тему грантов, потому что на грант уходит очень много энергии, очень много сил, и просто если посчитать, сколько времени я потратил на это, я бы, условно говоря, там, лучше бы поработал, заработал деньги, и на эти деньги чуть разыграл бы и записал бы больше голосов. Ну Поэтому да. я буду искать другие. Почему я хотел именно через грант? Потому что для того же распознавания языка там нужен очень мощный компьютер, там его стоимость там 600, 700, 800 тысяч рублей минимум. То есть, ну, если ты хочешь получить там нормальный кастинг, быстро и делать много экспериментов, это нужны такие эти компьютеры. И как раз через грант основная идея была получить такой компьютер. Ясна ваша идея. Ну, то есть мы видим стандартную ситуацию, то есть люди, которые что-то пытаются сделать для башкирского языка, причем очень серьезно и продвинуто, они гранты не выигрывают, и в принципе это не только с башкирским языком, вот я так понимаю, что в ряде регионов ситуация аналогичная. Окей, вот, а ваша мотивация в чем? Вот, то есть, что для вас башкирский язык? Вот, почему вы решили этим заниматься? Так, вообще я пришел, как бы, ну, начал заниматься такими вещами в 2017 году, когда, помните, была ситуация, когда Путин там сказал прекратить, и там, ну, вот, народ вышел там около, в Уфе около, 2000 человек. так, около площади там спортивной. И вот с этого началось, и я начал участвовать после этого в Родительском комитете, который был создан потом, чуть позже. И я, получается, там, ну, мы ходили, там, типа, говорили людям, родителям, типа, давайте там учите башкирский язык и так далее. И в какой-то момент, то есть, ну, в самом начале там собирали подписи, то есть, ну, это все дало свои результаты, но в какой-то момент я понял, что благодаря там своим знаниям я могу с точки зрения IT там продвигать и чуть другую область, потому что, ну, есть такая, как бы, вещь, типа, как будто там башкиры, условно говоря, там, типа, все поют, танцуют и так далее, а как бы вещами особо там, типа, не занимаются. Курай, Что не... Малахай, ну да. Да, то есть, что не очень правильно, но с другой стороны, когда все так говорят, и там все школы там башкирские там привлекают только для концертов, а там каких-то научных конференций нет, то это тоже неправильно, поэтому хотелось как бы с одной стороны собрать людей, научить вообще школьников, чтобы они знали, как поступать, что надо учить изначально, чтобы идти в этом направлении, потому что, ну, айтишное направление, как вы понимаете, сейчас очень выгодно в плане денежном, удаленная работа, то есть это комфортно, то есть ты можешь хоть где жить и работать. Ну, в этом плане как бы айтишникам это, ну, повезло, вот такое время как бы. Поэтому вот привлечь, то есть это очень прикольно, выгодно, и поэтому привлечь будущих студентов, будущих профессионалов в эту область. И вот как бы вот основная идея вот была такая, заодно и сделать, помочь своему народу. То есть, ну, мы понимаем, что для того, чтобы у тебя язык развивался, то есть ты не должен просто как бы вспоминать, что у вас было, какие у вас герои были, но тебе нужно строить как бы будущее. И в этом плане без цифровизации, когда весь мир у нас становится цифровым, и если твой язык не цифровой, а как бы условно аналоговый, то есть на бумажке только, то это ничего особо не даст. И еще одна проблема, то что когда вот занимались там в Родительском комитете, у нас самая большая проблема это то, что дети в башкирских семьях не знают башкирский язык. Причина простая, потому что они целый день условно смотрят телевизор,
и нет башкирских передач, мультиков, и поэтому они там слушают такую русскую речь, и даже если родители башкир, то дети, как правило, не очень хорошо знают башкирский. И это решается как бы с точки зрения IT очень легко. Ты те же самые мультики заранее переводишь, и когда ребенок включает там свой любимый мультик, ты просто сверху накладываешь башкирскую речь, ну, перевод, как бы убираю оригинальный звук, и у тебя все хорошо. То есть и ребенок будет смотреть также как бы новые мультики и только слушать это все на родном языке. Причем это все благодаря последним технологиям, причем ну, последние там 2 года, год, которые появились, это можно сделать в реальном времени. В принципе, вот недавно Яндекс выпустил для русского языка, то есть ну, аналогично это можно сделать для башкирского языка. Мгм. То есть вот это как раз у нас одна из тем нашего разговора. Это у нас, наверное, то, что вы начали говорить, это связано с оцифровкой голоса на платформе Common Voice в Mozilla Firefox и синтезатором речи, я так понимаю. А, И вот, как я понимаю, то есть вот, в принципе, это уже давно была такая мечта, пока она еще не осуществилась. Я думаю, в будущем она, благодаря вам в том числе, она будет осуществлена. Соответственно, вот любой контент на YouTube, там, на каком-то любое видео, в принципе, в режиме каком-то онлайн, может быть, с какой-то небольшой задержкой, можно будет сделать так, чтобы, допустим, на английском идет контент, есть субтитры на английском, они автоматически переводятся на башкирский, как минимум субтитры, как максимум синтезатор речи, эти переведенные на башкирские субтитры переводят уже в речь разными голосами. Да, и вот мы как бы до этого говорили, что сейчас делается, по-моему, 10 детских голосов, вы говорили. Вот, и получается, что, соответственно, подбираются разные голоса, и компьютер, artificial intelligence, то есть вот искусственный интеллект, будет все это как-то делать. Да? То есть, в принципе, это уже будет не фантастика, это будет какая-то реальность. Речь об этом же идет. Да, вот по поводу Common Voice, вот здесь ребята из Mozilla Foundation, там называется, ну это не совсем Mozilla, это как бы отдельно они вынесли, как компанию такую создали, и они молодцы, потому что они первыми, наверное, вот стали вот на этот путь, когда сказали, ребята, вот английский язык, там, ну основные вот эти 7 языков, которые в стране, в мире есть, они очень хорошо развиты, для них технология развита, а вот остальные языки там типа страдают. Поэтому мы там типа создаем сайт, где вы можете записать текст и прочитать этот текст на своем языке, и, соответственно, потом можете, используя наши технологии, там, создать распознавание речи. И благодаря им начали собирать, сейчас там, ну, наверное, вот, не смотрел в последнее время, но было больше 60 языков, и получается вот 60 языков, причем там топ 10 максимум, наверное, это вот языки, которые там известны, а остальные как бы малоизвестные даже мне были языки, поэтому они получили такую возможность. И тебе, ну, то есть не надо каждому языку создавать, изобретать свой велосипед, и это за тебя сделал Mozilla. И так как это известная компания, то, соответственно, другие компании, такие же как Google, Facebook, они могут использовать эти базы и тоже уже тебе, на твоем языке что-то делать. И вот последние тенденции – это все вот такие большие компании, они поняли, что надо помогать другим языкам, которым ну, меньшинство, и они делают мультиязычные переводчики, синтезаторы речи, вот распознавание, вот это все как бы делается. И вот даже в наших проектах как бы вот наше распознавание речи мы как бы в Mozilla делаем, то есть нам как бы Mozilla помогает. Синтезатор речи нам сделал русский, украинский программист, причем бесплатно. То есть нам было достаточно собрать там 14-15 часов голоса одного диктора, и они нам сделали это такое приложение. В принципе, сейчас ну, любой человек может там послушать. Что касается Mozilla еще, вот нам нужно там прямо очень много народу, чтобы записывали свои голоса, хоть там, допустим, 10 минут, потому что когда распознавание идет, вот я тебя понимаю, то есть как бы мозг человека устроен так, что он как бы легко распознает. Но, допустим, если вы начинаете слушать там другую речь, поехали там в Германию, вы никогда немецкий не слушали, вы никогда не, ну, сразу не начнете разбирать там слова даже, вы не поймете, где начало, где конец. Вот аналогичная ситуация для компьютера, только компьютер вообще не знает про языки, как бы, и поэтому ему надо дать очень много, чтобы очень много народу говорило, чтобы он уже начал понимать, что ага, вот это такое-то слово и так далее. То есть на этом языке это так. И вот поэтому здесь
нужна помощь здесь, как бы помощь народа, и, в принципе, народ активно подключился, там было 860 человек, и сейчас для того, чтобы использовать эти проекты в своих там, в детских проектах, нам нужно, чтобы и дети свои голоса записали, но здесь как бы чуть такая бюрократия со стороны Mozilla, то, что они не дают использовать типа детский труд. Во всем мире типа запрещено использовать детский труд, поэтому типа здесь тоже ты типа официально не имеешь права записывать детские голоса, и поэтому мы не можем сказать, вот это детский голос или нет. Что касается вот этих переводчиков, сейчас, как я и говорил, ну, все начали это делать, и здесь нам помогает как раз-таки Википедия, поэтому вот у нас же есть в Башкирии википедисты, они очень такие молодцы, активно развивают. Очень активно, да, я в курсе. И очень много статей на башкирском языке в Википедии, по-моему, там больше даже, чем на татарском языке, потому что обычно сравнивают, да, вот эту тему. Да. Вот они молодцы, потому что Википедия, опять же, известна всем, и статьи из Википедии можно легко скачать и обрабатывать, поэтому все, в основном, когда что-то надо там языковые эти модели делают, они берут данные из Википедии. И вот здесь, поэтому все, кто участвует там, в написании статей, даже чисто на башкирском, даже если у них нет оригинала, ну, типа перевода на другие языки, даже вот это помогает нашему языку. Отлично. Вы можете поделиться экраном и, собственно, показать, как все это происходит по поводу платформы Common Voice Mozilla Firefox и синтезатора речи? Давайте попробуем. Видно? Да, видно. Ну, эта платформа, здесь мы первое требование от Mozilla, это вы должны перевести на свой родной язык. Здесь мы вот Ремляпай там в институте языковедения, или как это называется, работает. Мы с ней ее перевели в основном, и там потом еще несколько человек подключились. Здесь две задачи. Первый, ты записываешь текст, который тебе дается. Второй, вот ты должен прослушать то, что другие записали, и проверить, правильно записано или нет. Ну, соответственно, допустим, заходим, и вот дается предложение, я это должен прочитать, ну, вот сперва нажать там на запись и прочитать, допустим, давай попробуем. İkincisi tünelde yolda bulup tanıdığı attıra. Все, и далее вот так 5 штук. И после того, как вы все 5 записали, вы можете там типа отправить это все. И потом... И дальше я могу прослушать вот ответ на то, что другие читали. Так, или из-за того, что мы сейчас этот... Да, я ничего не слышу. Ну, скорее всего, звук... Да, давайте мы представим, что мы услышали. Да, возможно, из-за того, что мы по скайпу как бы не слышим звук. А так, да, я должен был слышать и сказать, типа, правильно или неправильно. И вот таким образом мы проверяем, и потом мы получаем базу. Базу уже можно скачать. Причем база стала доступна у нас в июле. Для башкирского языка это у нас 5 гигабайт информации, 247 часов проверенных, всего 263 часа, и 861 человек участвовали в проекте. Вот сейчас эту базу могут скачать все люди и обучить модель на башкирском языке. Татары, у которых есть мощности, они уже это сделали, и как бы они там, нашим некоторым ребятам показали, как она работает, и ребята говорят, что 80% там распознаются хорошо. То есть это у нас только 247 часов, и уже 80% распознавания идет. Вообще надо минимум 500, а желательно там больше 1000 часов, чтобы чем больше часов у тебя будет, тем качество у тебя будет выше. Это вот что касается этого. То есть, если резюмировать, то, уважаемые зрители, вот если вы хотите принять участие в этом проекте, для того, чтобы искусственный интеллект мог распознавать башкирскую речь, то в описании к этому видео будет ссылка, и я надеюсь, можно дать ваши контакты, на всякий случай, да, вот, чтобы люди могли принять участие в данном проекте. То есть, это проект именно по оцифровки голоса на платформе Common Voice Mozilla Firefox, и, в принципе, на основе этого в будущем искусственный интеллект он уже распознает, я так понял, порядка 80%, но чем больше часов, тем лучше, да? То есть если будет 1000, 2000 часов голоса, разных голосов, разных людей, в том числе детские голоса,
тем лучше. И тогда искусственный интеллект сможет любую речь на башкирскую распознавать и синтезировать соответствующим образом, правильно выговаривать предложения, если им давать текст и так далее, и так далее. Да, вот. Синтез речи это чуть другое, потому что для синтеза речи вот мы также надо записать голос одного только человека, и, соответственно, вот голосом этого человека и будет говорить. Если давайте попробуем сейчас. Да, вот это у нас следующий вопрос. Мы только что показывали то, что касается оцифровки голоса, и вот сейчас Айгиз покажет следующий проект, которым он занимается, это синтезатор речи. Это у нас 4-й вопрос. Так, видно ли Telegram? Да, вижу Telegram. Что, смотрите, здесь есть у нас Telegram-бот, называется Bashkort TTS, и, в принципе, можно сюда написать любое предложение, и в ответ вы получите MP3 этого голоса. Вот сейчас давайте попробуем послушать здесь. Слышно было? Да. То есть вот я написал Салям Башкортостан и как бы говорю Салям Башкортостан. Или вот, допустим, вот этот текст, который заранее, это просто... То есть я скопировал текст из новости Башинформа и вот... Давайте введем какой-то текст, например, там Белики Эсдурбиш, там Айгиз Афарин. Что это такое? Вот. Да, отлично. То есть мы с вами увидели, как работает синтезатор речи, получается, да? Да. И здесь, как бы, когда мы делаем синтезатор речи, то это проще, чем распознавание языка, потому что здесь, ну, ты можешь на ней какой-нибудь там диктор и заплатить, и, в принципе, за маленькие, ну, относительно небольшие суммы записать его голос, а дальше уже делать техники, создать модель этого голоса. Вот хотелось бы более подробно уточнить некоторые моменты, да, вот по поводу синтезатора речи. То есть, по сути, можно уже любой текст туда на башкирском ввести, и искусственный интеллект определенным голосом дает соответствующие слова. То есть это может быть там и 150 тысяч символов, да, то есть как все это работает? Да, здесь, ну, конкретно для этого бота я поставил ограничения, чтобы много не писали, потому что ну, расходятся ресурсы, если параллельно начнут там много сдавать, то это будет долго работать. То есть он будет работать, но дольше. Вообще, да, то есть ты, когда задаешь просто там, условно, 150 тысяч символов, ну, это же все равно предложение, и поэтому ты просто разбиваешь на отдельные предложения и просто подсовываешь вот эти предложения для синтезатора, и он как бы каждое отдельное предложение записывает, и ты объединяешь это все в один файл, и у тебя получается одно большое аудио. То есть так можно сделать, допустим, аудиокнижки. Есть другой вариант, который я хочу в своих проектах использовать, это написание диктанта. Если помните, там, когда в школе пишете диктант, учитель сперва прочитал весь абзац, весь текст, потом одно предложение, потом медленно это предложение. И вот как раз-таки, особенно у нас сейчас опять начались в Уфе дистанционки, и если вот, в начале учебного года вряд ли диктант, вот, там, ближе к концу четверти, там начнутся диктанты, и если будет дистанционка, то как раз-таки учительница просто может загрузить текст и сразу получить MP3 файл, как бы она читала этот диктант. И просто отправить детям MP3, и дети уже у себя запускают на смартфоне, пишут этот диктант и отправляют результат там в виде фото. Вот как раз-таки вот IT в этом плане как бы роль служанки, что ли, типа, которая помогает другим, как бы людям. Ну, в принципе, мое мнение даже в том заключается, может быть, учителям это не сильно понравится, то, что, в принципе, искусственный интеллект и IT, и обучение онлайн, он, в принципе, способен заменить многих учителей. Но давайте сейчас не на эту тему. Вот смотрите. Нет, может, здесь как бы вот боязнь такая есть, но это не совсем правильно. Вот смотрите. Вот сейчас в IT есть очень много курсов, когда лекторы заранее записали свои лекции, ты просто прослушал, решаешь какие-то там типа задачи, и затем, когда ты что-то уже знаешь, ты начинаешь общаться с этим лектором. То есть вот этот формат очень хорош в том плане, что если ты лекцию не понял, ты можешь пересмотреть несколько раз. И то же самое в школе, то есть учителя очень много времени тратят на такие рутинные вещи, типа, допустим, проверка тетради.
Но от этого как бы учительница, то есть от того, что она проверит этот тетрадь, она никаких знаний от себя не получит. Она максимум, что сделает, там, проверить, правильно сделал или неправильно, и все. А эти вещи можно автоматизировать, и если это можно автоматизировать, и этим самым мы можем освободить время учителя, то почему бы это не сделать? То же самое там написание диктата, допустим. Зачем учитель будет там 45 минут, допустим, диктовать этот диктант, когда она может просто загнать в этот текст, отправить ученикам, ученики также слушают и пишут этот диктант, и потом учитель просто смотрит, какой результат у них получился. Да, полностью с вами согласен. Вот несколько уточняющих вопросов по поводу синтезатора речи. Я вот где-то слышал, что вы говорили про 10 детских голосов. Смотрите, когда вот мы подавали, то есть зачем нам нужны детские голоса? Для того, чтобы переводить мультфильмы. То есть переводить и озвучить эти мультфильмы в реальном, не в реальном, а там, допустим, мы знаем, вот как это можно сделать. Вот представим, что дети наши там все время смотрят Лунтика. Мы можем просто Лунтик заранее перевести, и когда в следующий раз, там, следующую серию будут смотреть, мы просто подсовываем им уже готовый переведенный аудиофайл вместо там оригинала. И все, то есть это можно сделать заранее, поэтому, но для того, чтобы там озвучить вот этих персонажей, нам нужны детские голоса. И как раз, когда на грант подавали, идея была, что мы через этот грант еще там запишем 10 голосов детских, и потом их будем использовать. Но так как грант мы не выиграли, то и этот проект пока заглох, остановился. А так, если есть желание, там, допустим, людей, может быть, попробовать, то есть, может, кто-то там профинансировать их или просто кто-то сам отозвется, согласится записать голос своего ребенка, и тогда, может быть, попробовать. Вот тут такой вопрос. Сколько часов детского голоса должно быть, чтобы это было оцифровано? Минимум 10 часов. Пока что, технологии такие, что требуют все-таки 10 часов. Но как бы, если меньше, там типа 3-4 часа, то там качество может местами ухудшиться. Но с другой стороны, если, дети же не говорят все слова, то есть у них там, словарный запас маленький. В принципе, если мы знаем, какие слова там для конкретного мультика нужны, мы можем только их озвучить, и тогда, в принципе, пару часов тоже хватит. То есть вы дадите какой-то текст на 10 часов, и ребенок просто его может на хороший диктофон озвучить, вам послать файл, и потом искусственный интеллект будет использовать этот голос детский, чтобы озвучивать совершенно разных мультфильмов этим голосом персонажей. Я правильно понимаю? То есть видите, как все просто работает. То есть вот за этим будущее, и, собственно, поэтому, уважаемые зрители, если вы хотите, чтобы было побольше мультфильмов на башкирском, вы можете голоса своих детей прислать Айгизу Кунафину, связаться с ним по этому поводу, оцифровать их, и тогда этими голосами соответствующими будут говорить персонажи в мультфильмах. Вот. Очень интересно вы рассказываете. Это у нас было про синтезатор речи, 4-й вопрос. 5-й вопрос у нас электронный дневник. Вот проект тоже, над которым работает Айгиз Кунафин. Я прямо поражаюсь, сколько проектов он ведет, и которые реально очень нужны башкирской нации. И вот расскажите про электронный дневник. Электронный дневник, здесь, так как у меня есть дети, которые учатся в школе, то есть я вижу проблему. Проблема последняя, это то, что со школой связано, это дети, они уже с детства используют смартфон и так далее, то есть они в плане IT там очень сильно развито, а учителя в этом плане, точнее даже не учителя, а вообще полностью образование, оно как бы, условно, советское все осталось, там, несмотря на то, что ввели ЕГЭ, особо ничего не поменялось. Те же книжки, те же тетради, и как бы возможности, которые дают технологии типа смартфонов даже, они никак не используются. И как бы была идея, типа, если это все есть, и причем из-за того, что дети понимают, что, допустим, они играют какой-нибудь там, то же самое Майнкрафт, им это интересно, а приходят в школу, тут нет никаких там динамики и так далее, то есть ты просто сидишь, смотришь на статические картинки там в книжках, если вообще там есть картинки, и это им очень скучно, и как бы они не учатся хорошо, то есть у них нет особых стараний. Здесь я посмотрел пример Финляндии, там прямо образование там, уже перестроили, хотя в свое время было советское образование, но они перестроили, и вот их подход мне очень сильно понравился, и исходя из этого, как бы я начал делать свой проект. Основная идея была проекта такая, что
вот сейчас, когда дети учатся, они, ну, ты пришел, там учитель тебе объяснил какую-то тему, ты понял, не понял, следующий урок у нас следующая тема, все, то есть, ну, у нас как бы типа, так заложено. И поэтому, если ты отстал, то все, ты отстал, условно говоря, если там математика, то все, ты в будущем не станешь никаким математиком. То есть, ну, это очень плохо. И мой подход такой, если мы видим, что ребенок отстал, он не понял тему, то мы как раз-таки вот благодаря таким вещам, как типа автоматическое создание задач и так далее, то есть мы освобождаем время у учителя, а вот освобожденное время учителя как раз учитель может потратить на до объяснения, там, повторное объяснение темы этим ребятам. И, соответственно, у каждого ребенка уже будет как бы свой путь развития. То есть мы покажем ребенку, должны видеть статистику, типа, вот он хорошо понял эту тему, плохо понял вот эту, и, соответственно, там группировать тех людей, которые плохо поняли определенную тему, и дать учителю там задание, типа, а теперь ну, объясни им еще раз повторно, там, чтобы они лучше поняли. То есть развитие не так, что типа как бы толпа сидит, им всем объяснили, типа понял, не понял, идем дальше, а тут как бы, скажем, отдельно, индивидуально работает, как, ну, как будто учитель становится репетитором. Вот, ну, вот, что типа такого было. И вы можете продемонстрировать нам, да, электронный дневник? Вот. Нет, это, ну, во-первых, как бы на этом сайте работают, но во-первых, сейчас как бы не все функции реализованы, во-вторых, как бы, ну, там информация, там, типа, личные данные, поэтому я не могу это делать. Хорошо, давайте не будем. То есть вот есть такой еще проект электронного дневника, который, в принципе, возможно, в будущем будет актуальным. Давайте перейдем к следующему вопросу. Это бот в Телеграме для словаря Госби. Я надеюсь, вы его сможете, да, продемонстрировать? Да, смогу. Давайте вот посмотрим, потому что, я думаю, зрителям будет интереснее именно смотреть. Да, вот, отлично. Так, ну, идея здесь простая. У нас есть книжки на башкирском, переведенные на русский. И у нас есть другой алгоритм, который пытается найти предложение из башкирского и его аналог в другой русской версии. И когда мы эти пары находим, то есть там, ну, математически все считается, типа, насколько вот это предложение, они друг другу соответствуют, не зная перевода, так как мы вот этот пары делаем для того, чтобы у нас получились потом хорошие переводчики машинные. И вот мы должны дать людям на проверку. Допустим, ну, какой-нибудь вот выше, на башкирском языке инглис тили оқытушы ғадатта дәрісте инглис рус бараш кулайрак куряха. Учителя английского языка, как правило, ведут уроки на русском языке, видно так удобнее. То есть видно, что перевод недословный, но смысл передается полностью. Поэтому я здесь как бы просто поставил лайк, и тут как бы показывает, что я поставил лайк. И дальше вот после того, как я ставил лайк, у меня получается следующее сообщение. Ага. Но да, здесь тоже смысл передается, я поэтому ставлю лайк. И у меня как бы следующее. Ну, здесь как бы звездочки мне Я не вас нужны. понял. Агис, давайте я зрителям объясню, просто я немножко про эту тему знаю. В общем, есть словарь Госби, над которым очень упорно работает Искандер Шакиров, за этому огромная благодарность. Соответственно, есть огромное количество предложений и переводов с русского на башкирский. И в Госби, когда люди смотрят соответствующий перевод соответствующего слова, предлагаются еще вот эти предложения. И этот телеграм-бот, который вы создали, он помогает как бы отфильтровать те предложения, которые можно включать в словарь Госби, и те, которые не нужно туда включать. То есть, если человек ставит лайк, то, значит, предложение приведено по смыслу правильно, и оно попадает в этот словарь в качестве перевода, да, то есть не в качестве перевода слова, а как пример предложения. Если человек ставит дизлайк, то оно не попадает. Вот примерно смысл такой. Поправьте меня, если не прав. Да, но кроме этого, вот эта же база используется для машинных переводчиков. Сейчас машинные переводчики, вот, ну, раньше, условно говоря, как работали, ты для того, чтобы машина переводила, там, условно, с русского на английский, у тебя должен был быть дословно перевод. Там, даже вот прямо дословно, там, слово в слово должен был перевести. А сейчас же машинные переводчики, они стали умнее, и они уже понимают, что одно и то же предложение можно перевести по-разному, сохранив самый главный контекст, смысл. И вот когда мы даем вот такие предложения, да, они как бы не дословный перевод, потому что это художественный перевод, но
В принципе, их так можно перевести. Поэтому машинный перевод, когда переводит, он тоже уже учится переводить таким образом. То есть это будет не сухой такой перевод, который там прямо понятно, что это машинный, а уже как бы более человеческий перевод. И Да, причем это могут использовать не только же ГЛОС, но то же самое вот Башкортсов, который у нас как бы через фонд реализован, вот этот переводчик, они тоже могут использовать. Вот вся эта база, она доступна всем. отлично. То есть это некие датасеты, которые как раз используются совершенно разными переводчиками, грубо говоря, да? Да, причем вот здесь надо сказать спасибо Башфонду, то, что они свой датасет тоже открыли. То есть, ну, потому что понимают, что чем больше будет таких переводчиков, тем лучше. Потому что, ну, в идеале, конечно, чтобы их забрал к себе и Яндекс, и Google, чтобы у них там появились башкирские языки. Ну, или, по крайней мере, у Яндекса есть, но качество там такое плохое, чтобы там стало лучше. И потому что, ну люди знают про эти переводчики. Не только башкир, но и другие народы. Поэтому они бы тоже там воспользовались иногда этими переводчиками. Отлично. То есть мы вот сейчас с вами поговорили по боту Телеграме для словаря Госби. Опять же, по этому поводу контакты и ссылка на соответствующий бот будет в описании к этому видео и также на словарь Госби. Давайте перейдем к нашему 7-му вопросу. Это мультиязычный переводчик тюркских языков. Соответственно, вот я как-то слышал, что вы занимаетесь в том числе и этим, и есть ряд специалистов, которые занимаются тюркскими языками. И так как тюркские языки очень похожи, то с этим тоже что-то связано, там вроде как с Узбекистана, с прочих стран. Вот расскажите об этом подробнее. Вообще про технологию. Раньше, когда переводчики делали, они переводили, как правило, только с одного языка на другой. И даже если вы переводили, условно, там, через Google Translate, там, с русского какой-то французский, у вас Google с русского переводил на английский, с английского на французский. То есть был один общий такой язык английский, через который все перевод делали. А сейчас же компании, технологии дошли до того, что поняли, что когда мы просто даем очень много текста на разных языках, машина, она как бы находит связи и учится правильно переводить даже не через английский, а напрямую. И вот аналогичный подход взяли мы у себя в проекте, там, тюркоязычных программистов, только мы взяли только тюркоязычные языки, тюркские языки, так как они, ну, структура у них похожая, то есть, ну, как ты предложение строишь, это одинаково, потому что если там берешь русский или английский, там, ну, совершенно по-другому построено, а здесь как бы структура одна и та же, поэтому для машин в какой-то степени это легче понять, и там надо чуток подправить, чтобы оно стало еще лучше. Но пока вот первый эксперимент, который провели, они показывают, что результат у нас очень хороший. И опять же, у нас как бы, как мы делали, вот у нас есть датсет с башкирского на русский, соответственно, с русского на башкирский, то есть, которым, допустим, Башкортцов пользуются, ГЛОС пользуются, но есть, допустим, с узбекского на русский и с узбекского на английский. И так как мы как бы объединили вот эти все датсеты в одно место, то по сути получается, что башкирский теперь может быть переведен на английский, хотя изначально у нас не было никакого датсета. Просто из-за того, что у нас был узбекский, и у узбекского был английский, вот каким-то образом он понимает, что теперь вот с башкирского на английский вот тоже можно вот так переводить. И это очень прикольно, потому что был пример с якутским языком. Вот у нас, который мы использовали на тот момент, было 500 с чем-то тысяч там пар предложений, а у якутского всего там что-то 9 тысяч предложений. И понятно, что с 9 тысячами предложений ты никакой там переводчик не сделаешь, но благодаря тому, что другим языкам качество якутского языка переводчика почти что выглядит так же, как у башкирского на русский. Поэтому вот для тех языков, где очень мало данных, это вот прямо супер спасение. Отлично. То есть вот, да, вот как я понял. То есть, грубо говоря, с узбекского на английский, с английского на узбекский было достаточно много, потому что узбеков и численно много, и у них есть независимое государство и прочее, и они могут этим нормально заниматься. А так как башкирский похож на узбекский, то, соответственно, получается такая история, что если они с башкирского на узбекский переводят, и этот переводчик
автоматически может с башкирского на английский перевести через узбекский, по сути. То есть, ну да, Да, прикольно да. получается. Мгм. Причем, И, там как раз-таки мгм, из-за того, что вот связь есть, мы можем уже с башкирского на узбекский тоже перевести. мгм. Потому что, ну, между тюркоязычными там тоже легко уже делать перевод. Ну да, да. Вот то же самое, я думаю, что есть достаточно много мультфильмов на татарском языке. И мы знаем, что татарский и башкирский, они очень похожи, по-моему, 95% там схожесть. Я имею в виду именно литературный татарский и литературный башкирский. И, собственно, перевести с татарского на башкирский искусственный интеллект, я думаю, вообще никаких проблем не составляет. И потом все это озвучить. Вот, Или как да, вот, считаете? вот с точки зрения, вот, допустим, IT, там, математики, татарский и башкирский, это вот там прямо супер очень близкие языки. И вот перевод с татарского на башкирский или обратно, это, по сути говоря, там не нужен никакой искусственный интеллект, там просто замены, местами это замена букв, одной буквы на другую и все. То есть, Поставить поэтому, th, the, вместо да. ж, То есть там с. очень простой переводчик с башкирского на татарский, на самом деле. Мгм, понятно, прикольно. Вот. Поэтому, в принципе, мы, наверное, заинтересованы в том числе в развитии всех тюркских языков и татарского языка, и чем больше татарского, с английского на татарский, с татарского на английский, тем лучше, потому что теоретически искусственный интеллект, он будет един, и это поможет и на башкирский все это переводить, через татарский, возможно, да? То есть, как бы, вот такие Вот моменты. смотри, здесь бы я хотел, да, добавить еще, ну, то, что вы говорите, да, это все правильно, то есть чем больше там будут развиты там другие языки, с которыми у нас есть связь некие, то это нам тоже поможет. Потому что вот те же самые, там, допустим, узбеки, когда мы говорим узбеки, на самом деле эти ребята учатся в США, кто-то в Канаде, кто-то там в Европе, то есть это ребята, которые там, ну, причем у них вузы там типа, очень известны, и у них кафедры, которые называются NLP, то есть Natural Language Processing, то есть это прямо у них вот прямо специализация связана вот с обработкой естественного языка. И у них есть профессора, у них есть выходы, и в нашем проекте как раз участвуют, точнее, курируют наш проект ребята из Google Translate. То есть, ну, там один, опять же, турк из Турции, как бы, но в Google Translate работает, и второй там, по-моему, из то ли Финляндии, или то ли откуда-то. То есть, ну, там девушка, которая, казалось бы, никакого отношения к туркоязычным там не имеет, но она просто из-за того, что они учатся в тех универах, и ей тоже интересно, потому что, ну, это ее профессия. То есть мы привлекаем такие большие компании, как бы показываем, что это у нас работает. И вот что касается самих данных, вот я говорил, что вот википедисты, они очень помогли, ну, с развитием как бы башкирского языка. И вот в этой, также вот нам нужно собрать очень много монокорпуса, то есть корпуса текста только на башкирском языке, потому что все обработки, ну, все языковые модели, которые, в принципе, нужны, вот там переводчик, да, там нужен пара на другом языке и на этом языке, а вот для языковых моделей все-таки нужен очень большой корпус, и если мы рассматриваем какие-то там боты, которые умеют отвечать там правильно, строить предложения, там, писать сочинения и так далее. То есть такие вещи это достигаются только благодаря большому корпусу на башкирском языке. И вот здесь Искандер тоже большое спасибо, потому что он один из тех, кто вот прямо активно помогает оцифровывать книжки и вот делится этими знаниями. И, соответственно, мы можем как бы, ну, нарастить свой корпус. Да, речь про Искандера Шакирова. Да. Вот, отлично. Вот еще такой вопрос по поводу, вы упомянули Google Translate. Соответственно, вот что нужно, чтобы башкирский язык попал в Google Translate, да, и как вы думаете, когда это произойдет и вообще произойдет ли? Здесь у Google Translate это есть отдельная страница, как ты можешь добавить свою страницу, Свой и язык. там они предлагают именно свои предложения, которых надо перевести. То есть это очень долгий путь, Мгм. и в принципе это можно организовать, там типа всем, типа давайте начнем переводить, но там проблема в том, что надо переводить с башкирского на английский. То есть у них как бы пока старый интерфейс, поэтому я пока особо смысла не вижу включать башкирский Google Translate, но типа, ну, не получилось, потому что в будущем они, если поменяют свои модели, возможно, сами автоматом подключат. Мгм. Я понял. Отлично. Давайте тогда перейдем к следующему вопросу. Это вот мы как раз говорили про мультиязычный переводчик тюркских языков. Вы можете его продемонстрировать, может быть, как-то?
Нет, наверное, потому что Пока нет. Потому что еще руки не дошли для того, чтобы, ну, в принципе, просто вот как бы она у нас обучена, она уже лежит, просто руки не доходят, чтобы создать, условно, некого бота и чтобы посмотреть. Мгм. И вот, может быть, пару вопросов, которые у меня тут не были в списке. Вот по поводу ботов в Телеграме. То есть, получается, что бот, что такое бот в Телеграме? Вот вы можете вкратце описать, что это такое? А, Бот это, в принципе, вот вы с кем-то общаетесь, Мгм. только вместо собеседника на той стороне это некий алгоритм, который умеет что-то делать. То есть это, Мгм. ну, там может быть умный, не умный, но, как правило, они запрограммированы под конкретный алгоритм. И вот, а, как правило, боты используют для автоматизации чего-то. То есть, ну, боты очень много где можно использовать. Если там языковые эти модели рассматривать, то можно вот та же самая Алиса, с которой вы общаетесь, там, Яндекс.Колонки и так далее, это тот же самый бот на той стороне. Там, ну, вот, Мгм. боту просто, если условно мы создаем диалогового бота и прикручиваем туда распознавание речи и добавляем туда синтезатор речи, то мы получаем колонку Алиса. Все, Мгм. то есть, ну, То вот, есть в теории колонку Алиса можно сделать в Телеграме, и чтобы она на башкирском говорила. да, то есть, ну, вот, условно говоря, вот до этого у нас, в принципе, осталось, ну, не так много вещей. Мгм. Потому что, ну, распознавание у нас, в принципе, данные есть, чтобы обучить, там нужно найти компьютер мощный, синтезатор у нас есть, и монокорпус, в принципе, более-менее есть, и там дообучить его, чтобы диалоги составлял, там, ну, тоже можно. Мгм. Как вы думаете, по времени это вот сколько может занять лет? Очень сложно сказать, потому что вот, ну, вот весь хайп вот с IT башкирского у нас, в принципе, началось после Нового года, и если точнее, это вот с 26 марта 2021 года, то есть, ну, относительно там, ну, полгода, в принципе, назад. Мгм. И за полгода, в принципе, мы ну, сделали очень много, причем это то, что было запланировано там институтами, там, много-много лет назад, которые там, в принципе, сидели, ждали там денег и ничего не делали, по сути. Мгм. Но, опять же, здесь нельзя говорить, типа, они ничего не делают, потому что в какой-то степени вот то, что мы сделали, это мы сделали благодаря этим данным некоторым, которые они, в принципе, и собрали. Тот же самый Башфонд с нами делился там своим корпусом, тот же самый Искандер, он раньше работал в институте, и тоже там данными делился, то есть, опять же, который получал еще, работает там. Поэтому, ну, мы им благодарны, просто мы взяли и выбрали другой путь, как можно это быстрее донести до людей. Мгм. Понятно. То есть, в принципе, вы считаете, что за достаточно короткий период времени, то есть вы начали говорить год, два, три, можно, в принципе, все это сделать. Да, здесь как бы вопрос в другом, наверное. Типа, ну, сделаем мы Алису, кто как будет использовать эту Алису. То есть здесь должен быть заинтересованное лицо, который будет использовать эти технологии. Допустим, я заинтересован в своих проектах использовать их. Скажем, то же самое правительство, оно и заинтересовано. То есть, Мгм. ну, допустим, там какие-то там субтитры, которые там по БСТ, там в автоматическом режиме, они хотят этого сделать, там технологии это уже позволяют. Или там новости перевести, там, ладно, там Башнюс там переводится, Мгм. некоторые статьи, все ли переводятся, то есть, ну, это тоже можно было сделать. Мгм. Или озвучку там Ну вот на я бы башкирском. себе купил бы навигатор на автомобиль, чтобы он на башкирском говорил, там налево, направо, там Ну, шлагбаумы и так нет, далее. навигатор же это совсем банально, то есть навигатор там закинул, уже сам записал эти mp3-шки и закинул, то есть там не нужно никаких этих. Мгм. Я понял вас. То есть это еще даже легче. В принципе, можно Да, это реализовать. еще проще. Мгм. Ясно. Хотелось бы услышать, наверное, уже, ну, пару слов, наверное, давайте я скажу, и потом уже к последнему вопросу перейдем, к вашим пожеланиям. Вот хотелось бы поблагодарить Агиза Кунафина за весь тот труд и его команду, за весь тот труд, который они делают, потому что они реально делают намного больше, чем и по своей инициативе, и очень мотивированные люди, чем многие другие целые институты, скажем так. Да? И вот уже то, что было сделано, показано, синтезатор речи на башкирском, оцифровка разных количества вещей разных, да, то, что происходит в Common Voice, в Mozilla Firefox и так далее. То есть это, ну, действительно огромный такой шаг вперед для башкирского языка. И я просто думаю, что на самом деле тот же вопрос стоит таким образом.
На планете Земля, по-моему, около 5000 языков. Да, и каждый год какое-то количество языков умирает. Да, то есть, и тут речь идет о том, что те языки, которые не будут оцифрованы, они в конце концов умрут. А те языки, которые оцифровываются, они уже не умрут никогда. То есть, да, то есть соответственно, если их оцифровали, и, по крайней мере, у будущих каких-то поколений будет желание, если у них возникнет соответствующее желание, они всегда смогут соответствующий язык восстановить через те же самые мультфильмы, через то, что есть соответствующие переводчики и прочее, прочее. То есть оцифрованный язык – это живой язык. И никакие механизмы соответствующие не смогут тот язык, который был оцифрован, уничтожить. И поэтому тут вопрос стоит так, что произойдет быстрее? Постепенное уменьшение башкироязычных людей, то есть людей, которые этнические башкиры, но забыли свой родной язык, либо же произойдет цифровизация башкирского языка, и тогда, соответственно, этот процесс будет остановлен. Да, то есть, и это на самом деле очень важный момент. И чем быстрее будет сделана цифровизация, и чем качественно это будет сделано, тем лучше. И то, что мы сейчас видим, это очень хорошо. То есть, собственно, как бы вот это я хотел сказать. То есть, действительно, очень хорошо. Огромное вам, Айгиз, спасибо за то, что вы делаете, и за то, что вы еще в будущем сделаете в этом направлении. И давайте перейдем, наверное, к следующему вопросу. Это вот... Можно я добавлю вот Давайте. сюда? Вот просто как бы поставим себя на место правительства, там, Российской Федерации, не знаю, Республики Башкортостан. Вот логику просто объясню, почему нужна цифровизация башкирского языка. Потому что сейчас, по сути говоря, у нас идет тенденция, что в скором времени как бы тебе не нужно будет изучать другие языки. Тебе достаточно будет изучить один язык, и тебе там твои смартфоны, не знаю, может к тому моменту еще что-нибудь появится, который там просто будет, ты будешь говорить на родном языке, это устройство будет переводить там на любой другой язык, там и собеседник будет понимать там, это очень хорошо, и в принципе проблем не будет. И поэтому те же самые проблемы, которые есть сейчас там в Уфе, когда типа вот заставляют моего ребенка там учить башкирский язык, и уже не надо будет учить, потому что пусть они изучают как бы только русский, там все предметы на русском, а башкирский дети будут изучать на башкирском, и никто никому мешать не будет. И проблем вот как бы национальных с этой точки зрения у правительства не будет. Поэтому здесь, ну, как бы я бы на месте правительства выделил больше там средств, там, типа, поддержку, чтобы быстрее оцифровать, чтобы, ну, вот эти проблемы в будущем решить. Ну да, то есть я так понимаю, что будут такие переводчики маленькие, грубо говоря, которые уехал куда-нибудь в Корею, да, и говорит что-нибудь на башкирском, он автоматически из этого как бы переводчика переводит на корейский, да, синтезатором речи. И человек слышит на корейском то, что ты сказал на башкирском. Вот сейчас посмотри на ребят, школьников, не знаю, там студентов, все же ходят в наушниках, там, типа, от Apple и так далее, то есть, ну, все ходят, эти. А кто тебе мешает просто теперь держать там смартфон и говорить там, допустим, на башкирском языке, твой смартфон уже переводит и твоему собеседнику там, типа, условно, там, на корейский. И то, что он говорит по-корейски, тебе сюда же. То есть ты все равно в этих наушниках стоишь, и поэтому будешь слушать, какая разница, откуда слушать этот перевод. Да, абсолютно, да, правильно говорите. Здесь как бы вот молодежь в этом плане, они как бы намного впереди. Как бы, вот взять и начать пользоваться такими устройствами для них никакого труда не составит. Да, это для взрослого поколения, как бы, да, будет сложность, типа они, ну, возможно, они как бы не поймут даже, типа, как это можно, там, типа, если ты изучаешь другие языки, там у тебя мозг лучше развивается и так далее, но как бы все идет к тому, что, как бы, ну, будем пользоваться теми языками, которые оцифрованы. И в этом плане, если мы успеем как бы запрыгнуть на эту тележку, и башкирский язык будет оцифрован и поддержан там мировым сообществом, то тогда наш язык сохранится. Ну да, ну я уже как бы думаю, что он действительно сохранится благодаря таким людям, как вы. То есть как бы уверенности в этом все больше и больше. Вот. Что-то я еще хотел сказать. Да, вот я хотел сказать, что вот по своему опыту и по опыту будущих поколений, да, и текущего поколения, как бы я вот вижу, что очень много людей коммуницируют с компьютером больше, чем с другими людьми. То есть вот смотрят YouTube, слушают аудиокниги и так далее, и так далее. Да? То есть получается, что вот эта коммуникация с искусственным интеллектом, она в принципе возможна даже по времени больше, чем коммуникация с другими людьми.
И в этом случае, если это достаточно легко в искусственном интеллекте сделать на любом языке, в том числе на башкирском, да, то, соответственно, этот вопрос просто решает вопрос языков, знания родного языка и прочие моменты очень легко. То есть, если человек все время смотрит фильмы на башкирском, там, даже больше, чем общается с другими людьми, там, аудиокниги слушает на башкирском и прочее, то это автоматически делает так, что человек знает свой родной язык. Вот, собственно, и я думаю, что в будущем, у будущих поколений, как бы, такая тенденция, она будет только нарастать. Вот что я Да, хотел вот сказать. и тут еще один момент. Так как они слушают там те же самые ТикТоки, не знаю, Инстаграм, смотрят там видяшки и так далее на разных языках, то у них особой проблем-то не будет, там, типа, переключиться со своего родного на другой язык. То есть Ну да. им не надо учить, как прямо в школе, типа, вот, выучи правила. Они просто выучат этот язык, просто слушая эти видяшки, и при этом никакого дискомфорта у них не будет. Да, то есть в будущем, в общем-то, будут разные люди, которые ведут всякие ТикТоки, Ютубы там и прочие каналы, и люди спокойно будут автоматически все это переводить с интернетом речи на любой тот язык, на который они хотят. То есть, в принципе, Да. будет такое общемировое, значит, население, которое каждый говорит на своих языке, но искусственный интеллект их соединяет путем того, что с любого языка на любой другой он переводит. Собственно, вот. Я думаю, что даже у YouTube, вот у них же есть субтитры автоматически, которые переведенные есть. Я думаю, у них вот как раз-таки следующий шаг, это будет перевод, уже озвучка конкретного видео. Сенсация речи как раз. Ну, да. Да, потому что все уже ждут этого, то есть, ну, если народ ждет, то они скорее это сделают. Да, да, правильно. Вот, и давайте перейдем тогда к нашему последнему вопросу. Ваши пожелания зрителям. Ну, во-первых, я бы хотел поблагодарить всех людей, кто помогает в наших проектах, потому что не всегда есть возможность там отблагодарить, иногда забываешь, там где-то даже если выступил, там кого-то упомянул, но вот всех упомянуть невозможно, потому что, в некоторых проектах 800, вот в Telegram-боте у нас там под 300 человек, то есть, всех даже, ты не знаешь даже, кто тебе помогает, и вот в этом плане вот я горд за свой народ, то, что вот, они очень быстро это делают, то есть собираются и вот, вот был пример с Куштау, когда вот народ вышел, да, и вот тот же самый вот пример, там, типа, надо помочь там своему языку, вот, и народ помогает. Вот в этом плане я горд. Потому что берем тех же самых татаров, вот у них с этим проблема. То есть у них у них помощь сверху, но нету поддержки снизу. У нас снизу все есть, нет поддержки сверху. У нас наоборот. Да, вот поэтому благодарен всем. Вот второй момент, когда вы помогаете проекту, вот, все-таки мы живем в Уфе, у нас, по крайней мере, вот городским это больше, наверное, относится. У вас очень много там знакомых, там, которые русские и так далее, у вас общение большинство там на русском языке. И вот слышал, что когда вот люди читали на башкирском языке, они такие, опа-на, вначале сложно было читать по-башкирски, потому что они давно не читали на башкирском языке. И они такие, о, спасибо, сейчас вспомнил, как читается, и там, типа, начал быстро читать. То есть в этом смысле, я дал возможность некоторым вспомнить, свой язык, и я надеюсь, они начнут, помогая этим проектам, начнут также в семье больше общаться по-башкирски и так далее. Вот, благодарен, поддерживайте это, спасибо за это. И, если будет еще больше народа, то это будет еще лучше. И вот я бы хотел еще добавить, что в принципе сейчас можно вот в ваш синтезатор речи забивать тексты какие-то на башкирском языке и делать из них аудиокниги. Да, можно. В принципе, уже спокойно можно делать аудиокниги на башкирском языке вот, путем забивания соответствующих текстов. Агис, спасибо вам большое за интервью. Ссылки на соответствующие программы будут в описании к этому видео. Контакты Агиза Кунафина также будут в описании к этому видео. Все, что касается Common Voice, Mozilla Firefox, сенсаторы речи, ботов в Телеграме для словаря Госби. Ссылки на все это будут в описании к этому видео. Агис, спасибо вам большое еще раз за интервью. Вам спасибо. Хабохат. Хабохат.